Вопросы молодежной политики и взаимного сотрудничества Абхазии и России в направлении образования, развития и расширения возможностей молодежи обсудили участники российской делегации с ректоратом АГУ. Встреча проходила без прессы и перетекла в большую презентацию для абхазских студентов. Здесь каждый из гостей, опытных российских деятелей в сфере молодежной политики, подробно рассказал о том, каким именно направлением он занимается и чем это может быть интересно абхазскому студенту. Вот сегодня вы привыкли к тому, что в Абхазский университет приезжают ученые, артисты, журналисты и так далее. Очень много у нас за все послевоенные годы было не гостей, а тех, которые помогали нам. Сегодня особый случай. Впервые такое количество руководителей образовательных и молодежных организаций мы принимаем. Миссия Росмолодежи – создать среду, которая поможет молодым найти и реализовать свои мечты и таланты в России. Основные программы и проекты презентовал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. И так или иначе, вся моя жизнь связана с молодежной политикой, потому что для меня это возможность такой не просто самореализации, а возможность менять мир вокруг, потому что любой проект молодежный – это про что? Это про изменение того, что тебе хочется сделать. Если тебе что-то плохо лежит или ты считаешь, что что-то нужно сделать, моя просто позиция всегда исходила из того, что это ты должен сделать. Не кто-то, не ЖКХ, не какие-то абстрактные люди из власти. То есть у меня всегда было убеждение четкое, что мы это власть. Да? Росмолодежь включает большую такую систему. У нас много организаций, которые работают вместе с нами, и мы занимаемся тем, что мы создаем все-таки среду. Очень важно, что многое время забывали, это про ценности. Про ценности, да, про справедливость и понимать, почему мы тот или иной проект делаем. И для нас важно, что каждый проект сейчас, он соответствует той или иной ценности дружбы, справедливости, служения Отечеству и так далее. Поэтому для нас это такие якоря, которые фиксируют задачу, почему мы это делаем. Перед студентами АГУ выступил ректор Российской академии народного хозяйства и госуправления. Он рассказал о своем личном опыте и, по сути, главной профессиональной задаче – сделать так, чтобы любые управленческие позиции занимали самые способные и талантливые люди в стране. Поднимите, пожалуйста, руки, кто верит в то, что вы можете стать через сколько-то лет, 10, 20, я не знаю, через сколько, 35, президентом Республики Абхазия. Так, ну вот одну руку вижу, чуть больше. Отлично. Хорошо, а давайте по другому вопросу формулируем. Кто верит в то, что у вас есть все возможности для того, чтобы реализовать свои таланты, способности? Поднимите руки. Уже больше, но тоже, кстати, не так много. Я вам скажу, как было у нас. В 2017 37% молодых людей верили в то, что у них есть возможности реализовать свой талант, свой потенциал. И наш президент Владимир Владимирович Путин, когда увидел эти данные, сказал, надо что-то с этим делать, надо приложить максимальные усилия для того, чтобы наша молодежь могла себя реализовать. Появился конкурс «Лидеры России», появились другие проекты, активизировалась работа Росмолодежи, появилось общество знания, появился образовательный центр «Сенеж» и много-много других проектов. Андрей про это расскажет, но вот могу вам сказать, что в 2024 году на тот же вопрос, мы каждый год делали замеры социологические, так вот на тот же вопрос, верите ли вы в то, что у вас есть возможность для самореализации, положительно отвечали уже 82% респондентов. И я думаю, что во многом это благодаря тому, что действительно наш президент сделал очень много для того, чтобы такие возможности появлялись. И мы сейчас общаемся с нашими друзьями из Абхазии, делимся нашим опытом и уверен, что через какое-то время
больше рук в этом зале будет подниматься при ответе на этот вопрос. Я уверен, что вы больше поверите в себя. Россия – страна возможностей. Автономная некоммерческая организация, созданная по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина в 2018 году. За время работы ее участниками стали люди из 89 регионов России и 150 стран мира. Здесь фактически мы перечислили возможности для каждого участника, будь то олимпиады, конкурсная динамика или волонтерский проект. Совершенно не важно, для какой целевой аудитории он предназначен. Знаете, у нас даже есть участники, которые участвовали в более чем 20 различных проектах. Меня всегда поражают эти ребята. Откуда у них столько сил и энергии? У меня такое ощущение, что у них часы работают по-другому. Если у нас с вами 24 часа в сутках, у них как минимум 48, а может быть даже 72. И когда ты с ним встречаешься, ты не понимаешь, как он успевает везде. Причем большая часть из них, безусловно, учатся на отлично, либо уже работают, прогрессируют в тех направлениях, которыми занимаются, и продолжают участвовать в различных конкурсах наших проектов. Также перед студентами Абхазского госуниверситета выступили генеральный директор Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество знания» и гендиректор автономной некоммерческой организации «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи». Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ.